5 букв, охваченных огнем в начале фильма, символичны. Такой же пламенной, яркой и тяжелой была работа по поиску без вести пропавших во время Великой Отечественной войны для всех участников проекта «Возвращение имени». Конечно же, как и создание самой картины, посвященной этому процессу. Слово «поиск» для всех людей, собравшихся на предпремьерном показе фильма, за несколько лет уже стало родным и практически не сходит с уст. Сообщить человеку спустя годы о судьбе его близкого родственника, который ушел защищать Родину и не вернулся, очень ответственная миссия. Одной из главных героинь в фильме «Поиск» стала Лейла Агарба. Ее отец без вести пропал во время Великой Отечественной войны. Спустя годы, благодаря проекту «Возвращение имени», было найдено место его захоронения, а дочери переданы сведения о нем. Параллельно картина повествует и о других героях. В фильме также задействованы актеры Абхазского драматического театра и курсанты Сухумского военного общевойскового командного училища. В рамках проекта «Возвращение имени» документальный фильм «Поиск» уже второй по счету. Автор сценария и режиссер Дмитрий Статейнов. У нас вот эта героиня, которая была в первом фильме, Лейла Агарба, она у нас идет как основная. Мы ее историю расширили. То есть там идут воспоминания, съемки реконструкции у нас было, ее детство, 41 год, когда отец уходил на фронт, все это вспоминает. И основной, конечно, акцент был сделан на поиск, сам процесс поиска, как он происходит. То есть курсанты сидят в Минобороны, собирают списки, потом ездят по селам. То есть процесс, когда люди видят курсантов с документами, общаются с ними, уточняют. Потому что у нас были случаи, когда мы просто приезжали, кстати, в фильме тоже этот случай есть в Вакуме, когда человек говорит, нет, это однофамилец, но это не мой родственник, то есть имя другое совершенно. И вот это все было очень интересно собирать. Узнать по фотокарточкам лица пропавших без вести родственников, провести параллели, не потерять связь в цепочке событий, а точнее в жизни человека, который ушел защищать Родину и не вернулся. Все это кропотливая работа для создателей проекта «Возвращение имени». Она усложнялась и тем, что Абхазия серьезно пострадала во время грузино-абхазской войны. Архивов и баз данных по прописке нет. Мы вынуждены искать родных только путем ручного поиска в городе или в деревне. Вот это хорошо показано в фильме. Но главное, что мы хотели показать, что Абхазия высокодуховная, культурная страна, в которой чтят и сохраняют традиции. Фильм сложный, высокопрофессиональный, его бюджет почти 700 тысяч рублей, потому что в этот раз мы решили сделать фильм таким, который можно будет показать на кинофестивалях или телеканалах за пределами Абхазии. Финансировала фильм Торгово-промышленная палата, материально-техническую поддержку оказало Министерство обороны и большую помощь, самую главную помощь оказало правительство Москвы. Мемориальный проект «Возвращение имени» действует с 2016 года при поддержке Министерства обороны Абхазии. Его цель – сохранение исторической памяти о войнах Красной Армии, пропавших без вести или погибших во время Великой Отечественной войны. Мы заботимся о сохранении духовных и исторических ценностей не только абхазского общества, но и всех народов, участников Великой Отечественной войны, потому что с 2016 года проект уже приобрел международный характер, он проходит в Крыму, в Киргизии. Мы передали более 10 тысяч фамилий в 5 республик СНГ. И у нас составляющая нашего проекта – это съемки документального кино, потому что работа по проекту, она уникальна. Премьерный показ фильма «Поиск» в Москве планируется в конце января. Хронометраж документальной картины – 45 минут. Гугут Савардания, Роберт Ломия, Абхазское телевидение.